Юрактау. Один из 4 знаменитых шиханов Башкортостана находится именно в Стерлитамакском районе. Древнему коралловому рифу больше 230 миллионов лет. И если для него годы мгновения, то для людей, живущих сегодня, каждый день шанс сделать свой край лучше. В новом выпуске проекта о том, как в районе чтут память и строят будущее на своей земле. Утро в администрации начинается не с кофе, а с разноцветных стикеров задач. Глава сразу ведет к доскам визуализации. На одной текущие вопросы, на другой динамика показателей. 111 сел и деревень. Работы в Стерлитамакском районе хватает. Он один из самых густонаселенных в Башкортостане. Встретясь с вами, заметила, что и на руках у вас кольца с башкирской тематикой, и вот на шее. Куколка у вас даже стоит на рабочем столе, тоже вот башкирского колорита, да? С чем это связано? Мы никогда не должны забывать свои корни. Мы не должны забывать, к какой республике мы принадлежим. Обязательно, на руках у меня пчела, это бренд республики. Это просто рабочая, трудяга. Направляемся в зал совещаний. Утренняя оперативка здесь как разминка перед марафоном. Следом предпринимательский час. По четвергам представители бизнес-сообщества встречаются с властью, чтобы вместе решить, где строить, как получить поддержку и ускорить развитие района. Напротив нашего предприятия находится земельный участок сельхозназначения, который непосредственно прилегает к реке Белая, что образует красивый живописный участок с видом на горы. У нас родилась идея такая, чтобы мы этот участок перевели в ИЖС и построили там жилищный комплекс. Кстати, очень хороший проект, один из самых лучших, наверное, представленных. В принципе, сразу все наши социальные запросы здесь учтены. Рита Мадариковна, расскажите, пожалуйста, как выглядит ваш обычный рабочий день? Он каждый день начинается с оперативки? Да, конечно. Это требование, планерка. Это процесс, который сосредотачивает, дисциплинирует. Мы смотрим отчеты, мы смотрим задачи, выполнение этих задач, проводим ВКС, проводим встречи, а после обеда я стараюсь выезжать. Иногда выезжаю втихаря, даже не на машине главы, чтобы никто это не видел. Рабочий день, он заканчивается достаточно поздно. Выезжаем, и по пути разговор о главном. Сейчас по каким основным направлениям идет работа в Стерлитамакском районе? Работа ни в каких направлениях не останавливается. Когда пришла работать главой, я поняла, что у нас с сельским хозяйством все хорошо. Самое главное, аграриям не мешать работать. Они и сами посеют, сами и пожнут. Промышленность, все идет чередом. Но увидела, что социальная сфера – это очень больная тема. Как обстоят дела с дорогами? В рейтинге с центром город мы занимаем первое место по ямочному ремонту дорог. Это очень тяжело было сделать. В прошлом году мы были 14-е, но есть вопросы по дорогам в маленьких селах, в отдаленных селах. Работаем над этим. Казадаевский сельсовет достаточно большой. Здесь 2800 человек живут. И тут как раз строится ФАП. Мы сейчас посмотрим, как идет стройка. Стоимость этого проекта это примерно 1 миллион, а сам ФАП будет стоить 7 миллионов 300. Для Борятина, кстати, жители, Борятина как раз. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Да, для Борятина ФАП. Вы радуетесь, наверное, ФАПу? Получается, не было ФАПа? Почему радуются? Потому что... У нас есть ФАП, да. но старые она. Да. Да. У нас отпадает необходимость посещать или, Рощинский участок, Мицинский, или нужно ехать уже в районную поликлинику, простейший укол, поставить. Очень рады, очень рады. Ждем. Спасибо большое всем. К осени уже, дай бог, будет. Сейчас идет как раз планировка этого места и проведение у нас воды. А уже Министерство здравоохранения возведет уже сам корпус. Это под большим контролем главы нашей республики Радифа Хабирова стоит.
Новые Бурятия, например, того, как инициативность и неравнодушие жителей меняют жизнь. Они были услышаны. По итогам прямой линии главы республики в селе зажглись фонари и появилась новая дорога. А участвуя в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», появился сквер Победы. По ней же в Николаевке к 1 сентября достроят парк с детскими и спортивными зонами. И это не просто стройки, а подарки для ребят, которые давно ждали места для игр. Рита Мудариковна. Айда. Здравствуйте. Как дела у тебя? Хорошо. Айдате играть в футбол. В парку, наверное, все дети радуются. Да, радуются. Да, Взрослые приходят, дети, все. Ну вот я несколько раз приезжала, здесь никогда нет мусора. Да, нет никогда. Убираются все. Разгар дня. Время выезжать в поля. Погода благоволит, и совхоз Рощинский уже в деле. Почти 60 тысяч гектаров, 2/3 всех пашен. За всем этим ежедневный труд аграриев, знающих каждый участок земли. А зимы перезимовали, яровые на подходе, а подсолнечник в прошлом году успел зарекомендовать себя. С началом уборочной страды его семена отправят на зерноток, а после на маслобойку. Подсолнух – это что за гибрид? Это гибрид Новомис. Показывает себя очень хорошо, уже второй год засеваем. Урожайность какая была? В прошлом году урожайность была 30 центнеров с гектара. Все очень хорошее. Хорошая. Если у людей есть сельхозземля, она должна засеваться. Про подсолнечник скажу, что у нас и по воловке, по урожайности мы лидирующее положение в республике занимаем по масличным культурам. Вот, кстати, по подсолнечнику совхоз Рощинский в прошлом году урожайность средняя 27,8 центнеров. Это вообще никогда такого не было. У нас все-таки основной это зерновой район. В этом году увеличение зерновых культур. Приехали в одну из крупнейших в стране молочную ферму, где используют искусственный интеллект. Современная карусель для доения выдает до 100 тонн молока в сутки. Проект стоимостью свыше 6 миллиардов рублей получил статус приоритетного и воплотился в жизнь в этом году. Построили совершенно новый комплекс. Вместе с молодняком, с телятами, с нетелями будет примерно до 11 тысяч голов. Первая очередь сдана. Вторая очередь осталась на 2 корпусах сделать только коньки и вытяжки. То есть, в принципе, мы должны к сентябрю месяцу завершить проект, полностью сдать в эксплуатацию. В районе закладывают фундаменты для первого в России завода по производству автоклавного газобетона. Материал уникальный, а стройка амбициозная. Старт проекту в особой экономической зоне Алга дал лично глава Башкортостана. Резидент уже вложил 4 миллиарда, а первую продукцию можно будет оценить уже через год. О, здрасте. Привет. Здрасте. Это же наумовские наши, да? Как у тебя дела-то? Нормально у вас? В детском оздоровительном лагере «Колос» стартовала особая смена юных спасателей. Здесь те, кто уже проявил героизм, и те, кто только учится. Приехали пообщаться с детьми на равных. Мне хочется, вот как главе, знать мнение детей, какие вопросы, но это будущее наше поколение. Каждый год проходит признание года, и мы туда номинируем наших жителей Стерлитамакского района, которые внесли большой вклад. И было 2 детей, которые получили эту награду. Один из них Богдан за спасение. Но я вышел на улицу, смотрю дым, вышел посмотреть там пожар. Вышел сначала, позвал родителей, потом за соседями, разбили окно, вытащили бабушку с дедушкой. Скажи, Ева, вот ты получаешь те знания, которые тебе могут в будущем пригодиться? Я даже получаю намного больше знаний, которые вообще даются. Я получаю от этого какое-то все равно спасение для своей души, потому что мне от этого становится легче. Место, где переплетаются память и связь поколений. В родной деревне героя Советского Союза Алексея Сухорукова Преображеновке установлен его бюст, возле которого и общаемся с участниками и ветеранами спецоперации. Тут приняли как дома. То есть ты уехал туда, там тебя тоже как бы приняли, тебя все выдали, да? И по возвращению домой тебя тут тоже уже все прекрасно. Памятник чтут как боевую реликвию. Реактивная артиллерийская батарея мотострелкового полка «Башкортостан» носит имя Алексея Сухорукова. Бойцы говорят, приезжая в отпуск, первым делом спешат к месту силы. Личные истории не оставляют равнодушными. Сам Фарид Абдрахманович, он с первых дней был на передовых.
Со штурмовиками он всегда был. И он настолько вот, от него энергия такая хорошая, он своих бойцов держит. И он всегда вперед смотрит такой, ну, светлым взглядом. Молодец, Фарид Абдрахманович. Когда у нас есть такие, ну, жить легко. Легко-легко. Облегчают службу и те, кто всегда готов подставить свое надежное плечо. В ноябре будет 3 года уже, как мы плетем сети. Они вообще не переставая плетут вот в любое время. На самом деле в Буриказгане очень активное население. Рабочий день главы администрации подходит к концу, но впереди еще одно важное дело – встреча с населением деревни Кучербаева. Неожиданно подбегают дети со своими важными вопросами. Там мальчик один нас обижает. Кто он? Ну-ка мы его поругаем. Поругать его? Да. Ты, пожалуйста, не обижай. Помните, да, этот садик? Земля была чужая, садик построили на чужой земле и были суды. 7 лет мы судились. В этом году мы выиграли суд. И садик наш. Это вот большое такое достижение. Победа, которую разделили все. А после разговор о том, что волнует больше всего – дороги, освещение, вода. Каждое обращение не пустой звук, а повод для действия. И в завершении, может быть, проведем небольшой блиц-опрос. Вы готовы? Конечно. Первый вопрос. Что для вас работа на родной земле? Родная земля – это прежде всего любовь к родителям, отчему дому, любовь к стране, в которой ты живешь, в республике, в которой живешь, и, конечно же, служение народу. Муниципальная служба – это всегда служение. При работе с коллегами, выполнении каких-то задач, самая главная цель, чего вы придерживаетесь? Сильно прям требую это, чтобы людей не дергали с отпуска, чтобы закончился рабочий день, все ушли домой, потому что мне здесь несчастные люди не нужны. И в завершении есть замечательная возможность обратиться ко всем жителям района. Что бы вы им хотели сказать? Я желаю всем жителям района, Стерлитамакского района, здоровья. Я желаю благополучия. Очень люблю это слово, потому что под словом благополучие есть все. Тут и здоровье, тут и материальное благополучие, тут и жизнь твоих родных. В этом слове есть все. А остальное у нас все приложится. Самое главное, пусть наши ребята вернутся с победой. Так проходит день на земле, где каждый километр дышит историей, а каждый житель – это часть большого дела. Здесь не отчитываются, просто делают жизнь лучше. Для себя, соседей и всех, кто дорожит малой родиной на своей земле.